лер морконь в отулке, медёно лукулне, вейло де курулне, энгенен морконье, луну его муче. Labum medenute, ler marfon sugute, sak fenengimi, яхтегияти. Добрый вечер, дорогие наши гости музея музыки и фольклора Народного музея. Наш музей ведет активную пропаганду накопленных наук и знаний о традиционной культуре якутов, ивенов, ивенков, кагиров, русских старожилов. Но и, конечно же, пропагандирует творчество профессиональных композиторов и исполнителей. И сегодня вот на стыке вот этих двух обрядовой, традиционной и профессиональной современной культуры такое событие важное случилось. И по этому поводу мы приглашаем вас на презентацию пластинки, которая выпустила в сувенирном оформлении акционерное общество «Русский диск». Это песни народов севера Якутии в исполнении народного артиста нашей республики Александра Самсонова. С Александром Самсоновым, конечно, связано многое в нашей музыкальной культуре. Все вы помните его и Евгением Онегиным, и Манчары. Он пел и в других операх различных. Но вместе с тем он всегда тяготел к жанру песни. Он стал действительно подлинным мастером в жанре песни. И вот здесь мы стоим у раздела в музее о выпускниках консерваторий различных. И вот здесь такая фотография конца 60-х годов. Это общежитие Московской консерватории. Мы стоим с Онегиной Ильиной, Александром Парфентьевичем, теперь уже мы его называем не Саша, Александром Парфентьевичем Самсоновым, Галиной Григорьевной Алексеевой. Тут и я стою. И какие молодые были, боже мой. И вот с тех пор прошло много лет. Вклад каждого из стоящих здесь на снимке людей в нашу культуру посильный, вложен. И вот сейчас я предоставляю слово автору, одному из авторов аннотации этой пластинки, кандидату искусствоведения Галине Григорьевне Алексеевой, которая училась с нами вместе. Когда поется о погибшем эвенкийском роде Букачар, о котором сейчас не вспоминаю, это болезненно, когда отдается и у самих эвенков, и вообще у малочисленных народов, потому что не только букачары исчезли, но и многие-многие другие народы. Поэтому мне кажется, что то, что вот эта пластинка вышла в таком прекрасном оформлении, с такой любовью, самими представителями этих народов, говорит о многом, потому что это рисунки Николая Курилова. Вот. Здесь очень много хороших высказываний, скажет об этом. Вот. Я очень рада за Александра. Сейчас начал изучать и кагирский язык, эвенкийский, эвенский. То это, конечно, все серьезно. Об этом свидетельствует то, что, в общем-то, народы, и кагиры, и эвены, и эвенки, они воспринимают его исполнение очень, знаете, даже как-то с такой-то радостью. Дорогие друзья, а сейчас я хотел бы вам подарить свои пластинки. Вот то самое. Да. Вот, Таиса Петровна, вашему музею. Ой, ну на самом почетном месте. Да. Вы знаете. Пожалуйста. Вот я дарю пластинки тем товарищам, которые, вот, авторы пластинок, авторы песен, которые звучат здесь. Звучат здесь. Вот, ваша пластинка вам подойдет? Да. Вот. Спасибо. Василий Спиридонович, я вам дарю пластинку. Ваши две песни здесь. «Я тебя люблю» и «Анадырские цветы». Спасибо. Евдокимка, народная ивенская певица Евдокимка Бокова. Вот я дарю вам пластинку и желаю вам больше писать, больше петь, здоровья и счастья. Вам также. Спасибо большое. Спасибо. Вот, Люда.
Людмила Антоновна Алексеева, она меня учила венкийским песням. И венкийским песням мы вам покажем эти песни. Вот я тоже с пожеланием всего доброго дарю пластинку на память. Анна Николаевна, я вам тоже от души дарю пластинку. Вы мне очень нравитесь. Вы обаятельная, умная, мудрая женщина. Когда я шил эвенкийский костюм, она мне помогала, и свой бисер, который дома находится прямо, взяла меня с собой к себе домой и прямо из чарона высыпала. И вот сегодня я буду в костюме эвенкийском петь эвенкийские песни. Желаю вам здоровья. Первая аннотация – это Галина Григорьевна. Так, спасибо тебе большое, желаю успехов, счастья, здоровья. Песня «Лабун Медену», автор стихов, юкагирский поэт Владимир Николаевич Курилов и Гуру-Адов, а мелодию написал очень талантливый мелодист Илья Курилов. Эта песня для меня примечательна тем, что она первая, которую я выучил на языке малочисленной народности. Вот я когда слушал эту песню, да, что-то мне очень так разволновался, Дмитрий, понимаешь? Как-то очень аж мне так стало и грустно, и радостно, как такое чувство, потому что вот эти мелодии и слова, они выстраданные, можно сказать. Вот эти мелодии мне запала на всю жизнь. И потом эта мелодия меня стала как-то ассоциироваться с рекой Лабун Медену. Настроение было у меня и написание стихов, и мелодия была такая безысходная. Безысходность. Ну, потому что при тоталитарной системе Юкагиры мы уже не мечтали о том, что выживем и тому подобное. И вот это исполнение песни как раз совпало, мы создали свои родовые общины. И мы возвращаемся к этой реке. Мы сейчас будем создавать свои поселок. Вот как раз то, что вот это, так сказать, то довольно такое обнадеживающее настроение, которое уже в исполнении твоем есть. Вот это как раз новое время и нас поддерживает. И мы надеемся, что именно вот так искусство дает новое дыхание, новую жизнь старым мелодиям, древним мелодиям. На пластинке звучат песни 3 знаменитых юкагиров. Вот сейчас прозвучала «Лабун Медену» Гаврила Николаевича Курилова, а сейчас прозвучит песня старшего брата Семена Николаевича Курилова. Называется «Розовая чайка». Мелодия народная.
Kaigan örtelen, kosmastan jan paiparolge, uluvaga kökkeiden, Николай Николаевич Курилов и его супруга Ульяна Прокопьевна Курилова меня ввели в этот мир песен малочисленной народности. Я никак не думал, не гадал, что я буду петь на юкагирском языке, на эвенском, на эвенкийском языке. Дело в том, что Николай Николаевич очень заботится и страстно переживает за судьбу своего небольшого народа юкагирского. Пожалуйста, Николай. Ну, помните, да, осенью я был, в 89-м, да, вот когда вот после какого-то концерта, вот, я подумал, что все народы, которые живут, вот, скажем, тогда Советский Союз был, вот, у всех певцы, все поют, пропагандируют, а наши северные никто не поет, потому что наши это самодеятельные певцы, вот. И мне хотелось, чтобы вот какой-то артист был, профессионал, который бы своим голосом донес это наши песни, чтобы все услышали, какие они красивые. Когда мы с Порфирьевичем познакомились, это еще до 89-го вот, стадии, вот, летали, я подумал, что это может быть только Александр Порфирьевич. Я вот к нему подошел, говорю, ну, у меня есть такая задумка. Я хочу, чтобы вы начали вот, работать, как его, над этой... Вот, у нас хорошие песни есть, мелодии есть, а некому их петь. Вот. И я сказал, что давайте вот возьмите, у нас и песня «Лабуль Медыну», хотя бы от этого начнем. Вот это первая песня. Наш народ вымирает, а эта песня такая вот оптимистичная. Вот сейчас эта песня должна быть как гимн, как бы призывающая наших людей к тому, чтобы они задумались вот, о своей родине. В 90-м году, когда вот уже накопилось какой-то вот такой вот песенный репертуар, да? Вот мы сказали, вот я сказал, давай надо концерт делать. И решили вот это сделать благотворительный первый концерт в Якутске. Вот как раз стенд, мы сделали стенд первого концерта благотворительного. Тут, значит, вот как раз Николай Николаевич, Гаврил Николаевич, вот. Чукотская поэтесса Антонинка Мытваль была на концерте. Вот. Эвенский поэт Анатолий Степанов. Вот. Очень хорошо прошел концерт и действительно первый благотворительный концерт. И первый благотворительный фонд пошел, значит, нам на это выпуск газеты. Второй концерт благотворительный. Вот. А потом я подумала, что раз это накопилось, и приходил к нему опять, давай, Александр Пашвили, надо пластинку выпускать. Вот, Вот кто первый-то, да. Да. Вот, и мы, значит, как раз Министерство малочисленных народов есть, ну, решили, значит, через них пройти. Короче, очень быстро, между прочим, эта пластинка вышла, вот, пришлось и обложку оформлять. Николай Николаевич мне сделал эскизы костюмов. Эвенкийский. Вот юкагирский, это на мне он вот сейчас. Эвенский. Я вот буду одевать их сегодня. Вот. Тоже по просьбе. Костюм есть юкагирский, и какого-то комплекта не хватает, понимаете? Вот. И я решил, что этот костюм надо укомплектовать полностью. И решил принести шапку, вот, пожалуйста, носите, Да? и на концертах. Вот так одет? Lama plene jachteme,
У Николая Курилова 4 детей. Они такие талантливые, как все Куриловы. И вот здесь на стенде детские рисунки, которые они присылали Саше Самсонову и его жене Галине Ивановне. И вот тут прямо целая вот такая вот композиция лица собак есть. Есть «Поздравляю с Новым годом». Боже мой, здесь вот даже вот солнышко. Коля, покажи, а? Вот покажи вот это вот. Вот солнышко, и у него есть затылок. Затылок. Так прислали прямо. Так и прислали. И вот вся природа окружающая, такой взгляд все-таки, да, какой-то откуда-то с высокой точки из космоса. Пространство все-таки тундра, видимо, формирует будущих художников. Евдокия, я получил ваше письмо, Да? где вы просите выучить одну из ваших песен. Да. И я выполнил эту просьбу. Хорошо. Вот, Вот, да. песню «Пестрый олень довези». Вот послушайте, пожалуйста. Budinga, budinga, nyoradu, jordaken, ihuni, urekten, chidalan, haraku, hile. Hey, ayavri, jolaku, inenten, alachin, okatu, kolaki, ereger, köyetçin. Gele. Nyamgoli, geleri, fengi nokte, nodingi, nolteke, geherbelke, tatkama, yavari. Kinmaş. Budinga, nyoradu, jordaken, ihuri, urekten, chidalan, haraku, bile. Вот впервые на наших языках малых народных вышла ваша пластинка, Александр Арсеньевич. Мы очень рады, очень благодарны. Поэтому я хочу подарить вторую свою книжку. Содержание буду на венском петь. Александр Самсонов, интекине суканда, аймакана жулгетеп, эдуктало жулашке, хаяу хае хикае, горо биуатле, абгарилгар бирале, аяурангар байянгар, иргачидда фаррагар, агданнам колин бидан, икалангар таrakar, Александр Самсонов, аякало фасива, инфекила хулленго. Спасибо. Я вам сейчас дам листочек бумажки, вот, когда вы проговорите с Сашей, да, побеседуете с ним, и вот мы все будем вырезать такие, небольшие элементы композиции общей. Вот в конце у нас нашей передачи и нашей презентации должен получиться коврик на память, коврик бумажных аппликаций. Нас научит Николай Курилов этому. Хорошо, пожалуйста. Вот у меня уникальный сборник Василия Спиридоновича Кеметинова, называется «Главная дорога». Он уникален тем, что он выпущен в селе Тополинном тиражом 10 экземпляров. Прям вот все уникально. Вот. Я из этого, мне Василий Спиридонович подарил с дарственной надписью, и я из этого сборника тоже буду петь песню.
От долгих и снежных арктических зим промерзла земля и вовек не оттает, но каждой весною ковром голубым всю тундру цветы покрывают, но каждой весною ковром голубым всю голую тундру цветы покрывают. А наверские цветы, а наверские цветы, а наверские цветы, они огоньками горят на камнях и в топях болотных цветут неуемно, и кажется тундра в рассветных лучах страною заповедной огромно, и кажется тундра в рассветных лучах какой-то страной заповедной огромно. А наверские цветы, а наверские цветы, а наверские цветы. Конверт положу я арктический маг. Взгляни, подивись его жизненной силе. Мы были б счастливее, если бы так земле бескорыстно служили. Мы были б счастливее, если бы так отцовской земле бескорыстно служили. А наверские цветы, а наверские цветы, а наверские цветы. Куда бы я ни ткнулся, у меня все получается ненормально и радостно. Вот если Коля Курилов с женой с Ульяной пришли к Александру Парфеньевичу и научили якутской песни, у меня получилось наоборот. Приехал Парфентьевич в Тополиный и сказал: Вася, я тебе спою одну винскую песню. Я вслушался, говорю, хорошая мелодия, хорошая музыка, и слова сносные. И я такая, это же твои слова. Почему я влюбился? Очень такой самокритичный, строгий себе я влюбился. Почему? Видимо, потому что стихотворение, если оно нормальное, сносное, обрела вторую жизнь, два крыла. Я очень благодарен добрым людям, которые дают вторую жизнь моим стихам. Спасибо. Впервые на сцене прозвучали наши эвенкийские песни. Все мы, эвенки, очень рады этому.
Сейчас исполнит 3 песни венкийские. Первая песня — это Букачар, это родовая песня. Дело в том, что у нас каждый род у эвенков имел свои песни, свои мелодии. И вот одна из сохранившихся очень интересных мелодий — это песня рода Букачар, которая была услышана в исполнении нашей очень древней, мудрой эвенкийки, шаманки Кульбертиновой Матрёны. Вот с ее, значит, слов и мелодии, значит, это была создана эта песня. Вторая песня эвенкийская — это на слова нашего эвенкийского поэта Николая Калитина, которая посвящена северному сиянию, лирическая, очень такая песня, душевная, трогательная песня. Can you
Туннадув. Это моей земле, которая написана эвенкийским поэтом Алитетом Немтушкиным. В ней воспевается красота земли, и все, что на ней летает, плавает и ходит, и торжество жизни на этой земле. Munni budele ni nungan bai girkiye girkiye budek girkiye 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 budek girkiye gay gay hey girkiye girkiye gay gay hey girkiye girkiye Çiftçi kendine kuna kanine girkiye girkiye bude guteye girkiye girkiye bude guteye gay gay hey girkiye girkiye Sindo donne urmone sindo donne iken mone girkiye girkiye bude guteye girkiye girkiye bude guteye Ой, родная земля, нет прекрасней тебя, вместе с нами, друзья, пойте радуйтесь всегда. Гиркие, гиркие, гуды, гуды, гудее, гей, 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 гиркие, гиркие, гей. Помните, когда вот Букача мы писали, я с вами работала по оттачиванию языка этой песни. И что-то не получалось, вы всегда ходили эту кассету, слушали, и потом, значит, если не то, даже буква Н или Н, я сама-то это не слышу, а вы уже услышите, мне сразу звоните, все вот. И с волнением я вот это вот говорю, потому что наши песни никогда вот не пишет, никто еще не исполнял никогда вот так вот. И низкий вам поклон от делегатов съезда. Вот приезжали с Камчатки, Сахалина, Венкин на съезд, которая состоялась в туре. И вот от них они очень радовались, когда Сидор Афанасьевич им вручал вот эти вот пластинки. И поэтому вы сейчас всеми Венкин известны в России. Сначала от Урала до Сахалина. Прекрасный подарок получили мы. У нас импровизированный ковер останется, значит, с этим, с пластинкой, как память о первой презентации. Сейчас распишемся. А можно расписаться? Да, распишемся. Расписываться будем, а потом будет еще много пластинок, много
Птицей мчись по синим высям, смех из сердца высекай. Голубым плещикомысом, голубым плещикомысом древний станет облакой. Окай, окай, экай, экай, окай, окай. Здесь под бубен громкий и мерный ждут меня мои друзья. Ждет меня подснежник верный, ждет меня подснежник верный, нежность первая моя. Окай, окай, экай, экай, окай, окай. Пляска, чтоб зимой холодной, ночью черной не потух. Дух свободный, благородный, дух свободный, благородный, окай, народный дух. Окай, окай, экай, экай, окай, окай. Птицей мчись по синим высям, смех из сердца высекай. Голубым плещикомысом, голубым плещикомысом древний станет окай. Окай, окай, экай, экай, окай, окай. Подаль дома стуже прячет, дремлет Северное море, а у девушки якутки вялые, как зори. Вот идет она по кругу в ритме четками упругом и волнует, и тревожит, словно песня соловья. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. Вот идет она по кругу, головою так качая, а над ней плывут снежинки, словно маленькие чайки. На снегу синеют тени от задумчивых оленей, и прозрачный месяц светит шерсть оленью серебря. В эти снежные края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. Подаль дома стуже прячет, море северное дремлет, но с небес высоких звезды свет алмазный льют на землю. В тишине седой и чуткой кружит девушка якутка, вместе с нею в танце этом кружит древняя земля. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. Украшай.
колышутся упруго голубые ковыли, как туман плывут над лугом 45 кобыли. А над ними, слившись с ветром, тая в шорохе полей, проплывают клином светлым 9 белых журавлей. Я целую нежно-нежно плечи белые твои, как природа безмятежна в этот чистый час любви. Чистая